Доброе утро, наши самые ранние телезрители! В эфире «Утро Калмыкии» и я, ее ведущая Амулан Гаджаданова. В эти дни в республике шел снег, местами даже ощущались заморозки. Но я надеюсь, уже совсем скоро мы достанем свой весенний гардероб и будем наслаждаться теплыми солнечными днями, пением птиц и, конечно, приятными прогулками на свежем воздухе. А пока погода за окном будто шепчет нам, что у нас еще есть достаточно времени, чтобы подготовиться к весне и привести свою фигуру в порядок. Предлагаю не терять времени зря и приступить к утренней зарядке прямо сейчас. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Виктория. Я фитнес-инструктор по направлению зумба и хочу провести с вами утреннюю разминку зумбы. Итак, мы с вами начнем сейчас с самого простейшего танца, называется бачата. Итак, дорогие друзья, вам нужно расслабиться, почувствовать, что вы как будто бы на дискотеке. Делаем плавные движения бедрами, при этом ваши ножки должны быть легкие, мягкие. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень легкие шаги. Добавляем ручки. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прыжочек. Оп. Еще. А теперь шаг вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Еще повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. А теперь раз, два, три. Акцент. Так, девчоночки, вы успеваете со мной? Почти? Раз, два, три, четыре. А теперь все заново повторяем. Раз, два. Девчули, вы можете бедра подключать уже? Молодцы! Раз, два, три, четыре. Ножка. Раз, два, три. Прыжок. Я прям чувствую, как у вас получается все. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. И, конечно же, не забываем про улыбку. А теперь опять. Раз, два, три. Акцент бедром. Хоп! Хоп! Еще. На самом деле бачата очень легкий такой танец. Угу. Раз, два, три, четыре. Вы заметили, все на 8 почетов. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Хоп! Раз, два, три, четыре. Теперь вокруг тебя. Нет, на 80 градусов. Что такое? Что такое? Молодцы, девчонки! В прошлом выпуске мы рассказали вам о традиционном рецепте калмыцкого чая. Сегодня моя коллега поделится с вами следующей разновидностью вкусного, ароматного, насыщенного, питательного и наваристого напитка. Подробнее об этом прямо сейчас. Не переключайтесь.
А сейчас я продемонстрирую еще один вид чая, но уже с бараньим внутренним жиром. В нынешнее время молодежь уже не готовит такой чай, его готовят бабушки и дедушки в селах, а смысл его в том, что когда пастух выходит пасти скот, бараний внутренний жир согревает весь организм на целый день. Для того, чтобы его приготовить, нам нужно будет внутренний бараний жир нарезать на кубики. Вообще у калмыков после того, как они зарежут барана, все части барана, начиная от головы, рожек и ножек, идут в дело. Бараний жир также использовался для приготовления калмыцкого чая, на нем еще жарили борцики, делали поджарку. Вот это количество, я думаю, что нам будет достаточно. Раньше бараний жир использовался у наших предков как вместо растительного масла. Жир нам необходимо вытопить для того, чтобы у нас остались шкварки. Интенсивно помешиваем, для того, чтобы у нас жир не пригорел, иначе вкус чая испортится. Аромат стоит божественный. Конечно, камера все это не сможет передать. Жир мы должны растопить до такого состояния, чтобы он был золотисто-коричневого цвета. Еще немного, и мы добьемся такого цвета, чтобы шкварки наши приобрели нежно-золотисто-коричневый цвет. Мы можем увидеть, как выделяется очень много, растапливается жир. Этот жир потом использовали для того, чтобы пожарить борцики. Уже золотистые. Готовые шкварки нам нужно будет положить в отдельную пиалу. Мы приготовили второй вид чая со шкварками. Наливаем чай в пиалу, добавляем шкварки. По желанию. Кто-то любит пожирнее, посытнее. А мы продолжаем. Сегодня гость нашей студии Василий Ладянов, актер Республиканского русского театра драмы и комедии, ведущий, активный, веселый, позитивный Вася Ладянов. Ничего Вася, себе. доброе утро. Ты не против, если я буду на «ты»? Абсолютно. Доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители. Вот у тебя даже сейчас футболка связана с русским театром. А когда сама жизнь связала тебя вот именно с этим театром? Ну, смотри, первое мое появление было, когда я поступил учиться. Это было в 2001 году, когда я закончил школу и поступил учиться в училище искусств на актерское мастерство. И буквально уже с этого же года нас взяли студентов играть в спектакль. Первый спектакль, который мы играли, был про Федота Стрельца и сказка. То есть мы еще не работали, мы студентами, то есть или практика была такая, как мы так называли. Потом у меня был перерыв 8-9 лет. И вот в этом году состоялось две премьеры, двух спектаклей, два абсолютно разных спектакля. Это «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Гроза» Островского. Режиссер Зураб Нанабашвили. Был очень интересный процесс, когда мы погружались полностью в материал. Еще раз повторю, что это просто абсолютно два разных спектакля. И интересно работать было с режиссером. А вообще, как так получилось, что ты стал актером? Ты с детства об этом думал? Я не думал, что я прям буду актером, но с 3 класса примерно, я вот в школе, когда учился, была такая театральная студия. Первая роль, кстати, у меня была в театральной студии, была Бабы-Яги. Вот, Бабу-Ягу я играл. Но очень интересно было. Потом связал и КВН играл в школе. Ну и заканчивая 11 классов, я вообще планировал, что буду или патологоанатомом, потому что химико-биологическое учился, хотел или быть патологоанатомом, или каким-нибудь врачом. Но передумал. То есть, если не актер, то патологоанат. Сейчас мы... Не, вот это вот не надо. Хотя это сейчас самая такая очень серьезная профессия, где я знаю, у меня есть друзья, которые работают в этой сфере, они уже на протяжении 3 лет безвылазно, к сожалению.
Ну да, Вася, как проходит вообще твой рабочий процесс, творческий процесс, когда ты на сцене, когда ты готовишься к своей роли, будь она там роль Бабы-Яги или же того же какого-нибудь там, не знаю, серьезного солдата, допустим? Ну, я сейчас могу сказать только за 2 спектакля, которые вот, если «Сон», то это были такие интенсивные репетиции, помимо того, что и текст там идет в стихах, если про Шекспира мы говорим, то приходилось еще и в спортзал интенсивно ходить. Вот я, например, за 10 дней 6-7 килограмм сбросил. То есть нужно быть даже физически готовым? Ну, к этой роли, да, потому что там, я еще раз говорю, интенсивные сцены, то есть все время в движении. И признаю, что я играл не свой возраст, а играл людей, которые там, на 10 лет моложе. То есть и мои партнеры по сцене, то есть моложе меня, ну, на лет 8 как минимум. Лет на 9, 8 лет, 7 лет, представляешь, то есть это какая ответственность, и хочется тоже не упасть в грязь лицом, потому что надо одинаково быть, то есть вот с партнером. И про «Грозу» я вот до последнего, знаешь, сомневался, и с режиссером мы долго разговаривали, беседовали на эту тему, потому что мне было немножко дискомфорт внутри. Ведь по пьесе мой герой Борис, ему исполняется, то есть 18 лет только исполнится, представляешь, а мне 38 вот будет, то есть разница какая. То есть нужно сыграть такого юного парня. Самое, наверное, тяжелое — это сыграть любовь надо было, понимаешь, первую любовь. Но это ведь приятные какие-то ощущения. Конечно. И с партнершей, то есть Зоя Катерину, которая играет главную роль, то есть, представляешь, я эту девочку знаю еще вот со своего детства, то есть, вернее, с ее детства, то есть вот такую ее помню, а вместе мы на сцене играем, то есть любовь. А с возрастом роли все-таки даются тебе легче или сложнее? Ну, Говорят, с годами приходит опыт. То есть с опытом ты, нет, естественно, бесспорно. легче. То есть опыт какой-то есть, но я же говорю, я выпал из этого процесса, именно театрального процесса, то есть помимо того, что я там снимаю какие-то сюжеты, что-то делаю там в интернете, там веду мероприятия, но вот из театрального, когда каждодневная тренировка, это что же тренировка? Каждый день учить текст, то есть я смотрю, то есть коллеги, которые постоянно работают, они учат, вот так вот. Я 8 лет не играл на сцене, и мне тяжело было. Поначалу, то есть тяжело, но это как на велосипеде, мне кажется. То есть начинаешь тренироваться, и все. То есть можешь уже кросс сделать, уже можешь там 2-3 страницы выучить. Но «Гроза», честно признаюсь, мне тяжело далась. В плане текста учить, потому что текст Островского сам по себе такой неповседневный, тяжелый. Вот, Вася, мы еще заговорили о том, что ты делаешь какие-то сюжеты небольшие, проводишь мероприятия различные, где я, кстати, часто тебя видела. Ты сейчас снимаешь документальные фильмы вместе с ребятами, с нашим подрастающим поколением. Расскажи вот об этом опыте. Ну, смотри, у меня основная работа, то есть это Элистинская классическая гимназия. Есть точка роста в некоторых или во многих школах России. И в классической гимназии тоже есть точка роста, где есть одно из направлений, которым занимаемся, в частности я, это веду школьное ТВ. И там мы непосредственно делаем какие-то съемки, то есть монтаж. Помимо того, что съемки, монтаж, то есть у нас дети выступают и оператор, и за монтажным столом, да, и режиссер, и сценарист. То есть, получается, все должны попробовать. Но в совокупности, то есть, когда еще подсоединяются учителя литературы, чтобы помочь отредактировать текст, то есть, это получается такая большая работа. Вот одна из таких красивых работ мы делали, консультантом был Довгополов Дмитрий Сергеевич, сейчас зам главы администрации. Вот он был консультантом, когда мы снимали фильм, называется «Освобождение города Элисты». Какие события, какие моменты отражались в этом фильме? Освобождение города, то есть мы рассказывали, как это все случилось, как проходило, то есть ходили по улицам, которые названия так или иначе, то есть отражены.
связанные с войной. То есть на памятники ходили, рассказывали здания. То есть интересный получился такой очень познавательный фильм. Среди воинов, освобождавших республику от врага, были и калмыцкие воины. Алексей Хачинов, Санджи Аконов, Дарджи Горяев, Дарджи Исеев, Эрнигоря Бадмахалгаев. Эрни Чакаев и многие другие. В ряде боев с фашистами отличились воины калмыцкого разведэскадрона 28-й армии. Родион Цыденов, Церен Болдырев, Ачир Кюрюльдиев, Дарджи Саранов, Савва Пандинов и другие. В составе добровольческого штурмового батальона 248-й дивизии, который по тонкому льду под ураганным огнем противника форсировал широкий Маныч, также сражались калмыки. В том числе будущий калмыцкий народный писатель Андрей Джимбиев, ушедший добровольцем на фронт в 17 лет. Я вот ветеран 28-й армии, которая освобождала Элисту, на Маныче воевали. Я был ранен на Маныче. Это 9 января 43 года. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Есть памятник, который, мне кажется, не часто люди посещают. Я, например, вот катался на велике, и когда едешь в сторону Троицкого, аэропорт, где находится, вот там есть памятник, стоит специально, вот 800 человек расстреляли. Прям написано на табличке. Вот и, понимаешь, немногие знают, что там есть такой памятник. И мы тоже пытались показать и рассказать, чтобы люди его посещали. Приезжали, делали, помимо того, что съемку, мы еще приезжали, делали с юноармейцами классической гимназии, там, уборку делали. То есть это была большая работа. Да, и причем у нас съемка, мы планировали ее завершить как раз к 1 января, и мы смогли, успели и сделали. И получился очень интересный фильм, документальный. Здесь открыли страшные злодеяния фашистов. В дни оккупации Элисты в 1942 году в Балки-Гашун были расстреляны семьи и родные офицеров и бойцов Красной Армии, а также евреи, проживавшие в Элисте. Работа с детьми – это такой трудоемкий процесс? Или работать с детьми немного легче, чем вот со взрослыми? Ну, знаешь, у меня, во-первых, же первая профессия, актер театра и кино я, актер театра кукол, вторая профессия у меня, я психолог, высшее образование, детский психолог, общая психология. И первоначально, когда я начинал работать с детьми, то есть это была школа, в плане того, что не сразу школьное ТВ, а театральное. То есть я приходил, делал какие-то постановочки, обучал актерскому мастерству детей. Это сейчас уже, то есть у меня своя там есть студия, там хромакей, но это пошло из-за того, что мне самому, то есть это мое хобби переросло в такую работу, очень интересную. С детьми работать, нужно просто иметь какой-то подход в виде игры. И, конечно, я там могу покричать, ай-яй-яй, нельзя так делать, но я вот в виде игры. Чем еще, помимо работы в театре, работы с детьми, ты еще занимаешься? Может быть, у тебя есть какие-то отдельные виды хобби? Хобби у меня вот такое основное, которое сейчас много времени занимает, это я монтирую, что-то снимаю, снимаю видео, то есть связанные с монтажом. Например, вот есть проект, который называется «Дядя Вася готовит», то есть я люблю очень готовить. Готовлю и заодно снимаю. Помимо того, что люблю готовить, то есть это тоже хобби, то есть заодно идет съемка. Также я очень не люблю, но надо, хожу в спортзал. Спортзал многие не любят. Да, мне нравится, в принципе, заниматься. Когда выходишь, приятно, но иногда бывают моменты, когда, неохота идти. Угу. Такой бурный вид деятельности у тебя, ты связываешь разные виды работ. Влияет ли это как-то на здоровье, на недосыпание?
На здоровье нет, положительно влияет, ну, потому что ходишь в спортзал, таскаешь оборудование, там, поешь, веселишься, то есть настроение отличное всегда. На недосыпание, ну, знаешь, у меня такой график, что я привык, например, у меня 8 утра не существует. Вот сейчас вот мы снимаем сюжетик, а мне хочется спать, понимаешь, потому что 8 утра, друзья, вы-то уже смотрите, а я еще в это время сплю. Но я и ложусь спать в 2 ночи, то есть 2:30. Как тебе при этом удается все успевать, если, допустим, ты встаешь В 10 я встаю, в 10 утра. в 11, грубо говоря? Нормально. Как ты успеваешь? Вот так. Всё. Вот так, все. Вася, расскажи какую-нибудь интересную историю из своей жизни, которая когда-то приключалась с тобой. Может быть, есть какие-то моменты, факты, что-то, что о тебе не знают телезрители. Ого! Ого! Ничего себе! Вот это да! Пробуди их! Да, вот это да! С утра так вот расскажи, что обо мне не знают. А что обо мне знают? Ну, в основном все знают тебя как такого активного человека, занятого в общественных мероприятиях, играющего в театре. Вот это, например, это то, что знаю я. Ну, у меня есть 5 собак, за которыми я, независимо от того, что какая бы ни была погода, настроение, я вот каждый день их хожу кормить. 5 собак? 5 собак. Нет, они не в квартире живут, они живут во дворе, то есть это... Я тебе сейчас, чтобы не соврать, попробую быстро посчитать. У меня была первая моя собака в детстве, в 1 классе, когда я пошел в 1 класс, ко мне пришла в гости собака, и вот жила она, и это праправнуки моей первой собаки. Представляешь? Сколько поколений собак? Вот я же тебе говорю, да, вот праправнуки моей первой собаки, которую звали Пальма. Они породистые или нет? Ну, там смесь уже, понимаешь, там охотничья лайка, но была первоначально. Но сейчас я смотрю, что там, в общем, очень хорошо дружили овчарки. То есть ты во всем своем дне успеваешь еще и Ну, здесь, знаешь, не то, что... следить за собаками. Не то, что работать. успеваешь. Ну, я, во-первых, с детства любил животных и люблю сейчас животных. Так случилось, что 2 собаки, которые были очень близки моему деду, и, к сожалению, его уже не стало, они остались жить, понимаешь, в этом дворе. То есть и их никуда не денешь, там, выкини их, убери, куда? Ну, я, вот, например, я не могу. То есть это уже наша как часть семьи, понимаешь? Это мои моей первой собаки. То есть и получается, что вот сейчас появилось потомство. Ну, вот. И куда их? Никуда не денешь. То есть как раз когда пандемия началась, то есть щенки, их обещали забрать, но, к сожалению, не забрали люди. И вот теперь 5 собак. Ну а что делать? Придется. Ну, очень интересно. Вася, спасибо тебе большое. Наше интервью подходит к концу. Ты сказал, что ты психолог. Я думаю, будет неплохо, если ты дашь какие-либо рекомендации, может быть, как обрести себя, пожелаешь что-то доброе нашим телезрителям. Конечно, дорогие телезрители. Звездный час. Да, ну погнали. Дорогие телезрители, конечно же, я хочу пожелать в первую очередь вам здоровья. По поводу того, чтобы у вас было хорошее настроение, делайте то, что вам нравится. Понимаешь, вот тебе же нравится вести передачу. Мне нравится вот приходить в гости, нравится снимать видео, нравится вести вести блоги, то есть все, что нравится, то и делайте. Ну, конечно, в порядке закона. И у вас тогда будет всегда хорошее настроение. Если вам что-то не нравится, ну, либо вы это не делаете, либо попытаетесь как-то себя перенастроить и увидите, что если подойти к этому с хорошим настроением, то, возможно, то, что вам не нравилось, обязательно полюбите. Понравится. Это, да, понравится. Просто тавтология такая была, нравится, не нравится. Мы играли в игру, но зато я внятно объяснил. Это утро, друзья. В
Калмыкия присоединилась к танцевальному флешмобу «Россия. Мы». Акция проходит в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Суть данной эстафеты – продемонстрировать танцевальные номера, которые в каждом регионе отличаются своим национальным колоритом. Первой ее передала Ростовская область. Во флешмобе принял участие и наш регион. Цирен, сейчас проходит флешмоб «Россия. Мы». Как вы узнали об этой акции? Ну, мы увидели на просторах интернета, что в этой акции участвуют наши коллеги, разные коллективы с других регионов, и мы решили тоже поддержать нашу армию, тоже сделать флешмоб. Как долго вы готовились к флешмобу? Как проявлялась ваша идея задумки танца? Ну, это все прям спонтанно было, и как бы буквально там за час, наверное. Какой танец вы продемонстрировали в ролике? Танец чечердык. Сколько примерно ребят приняло участие? Ну, в общем, там было где-то 16 человек. А как ты считаешь, почему важно поддержать наших военных, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине? Этим флешмобом мы решили продемонстрировать единство нашей страны, наших народов и морально поддержать наших солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Дорогие наши воины, в том числе и солдаты Калмыкии, в эти минуты вы защищаете наше будущее, будущее нашей страны и всего мира от нацизма. Мы с вами, мы гордимся вами. Работайте, братья! Мы Россия! Волгоградская область, Республика Дагестан. Принимайте эстафету. Доброе утро всем, кто только проснулся. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но мы с вами не прощаемся, встретимся завтра в это же время на национальном телевидении Калмыкии. Пока-пока!